Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Культура Республики Саха-Якутия стоит на пороге нового этапа. Древние традиции Эланхо встречаются с современными технологиями, а арктическая идентичность становится основой для смелых творческих экспериментов. Все это часть большого культурного поворота, о котором пойдет речь с 19 марта на первом культурном форуме Якутии. И сегодня в нашей студии, предваряя этот форум, мы обсудим, как сохранить уникальное наследие и придать ему современное звучание. Среди моих гостей сегодня выдающиеся деятели науки, искусства и продюсеры, которые работают над проектами вроде «Так звучит Якутия» и «Эланхо. Вечное эхо Евразии». И прежде чем начать обсуждение, предлагаю посмотреть небольшой ролик. Культура Якутии ждет перемен. Казалось бы, все идет по накатанной колее, но в период глобальных перемен опасно стоять на месте или двигаться по инерции. Новые пути развития будут предложены на культурном форуме Якутии, парке «Россия. Моя история». Время бросает нам новые вызовы. Якутия должна стать центром развития культуры в Арктике, а мы должны мыслить масштабнее. Арктический центр эпоса и искусств – это основа для культурных преобразований. Это не только площадка для творческих коллективов, но и портал в будущее культуры. В период глобальных перемен культура, как мягкая сила, начинает играть очень важную роль, потому что она питается силой и мудростью наших предков, их сокровенными знаниями и эпосами всего мира и нашего Эланхо. Остановиться, не меняться, значит остаться в прошлом. Так что время двигаться только вперед. Из статьи Андрея Савича-Борисова «Мыслить шире, лететь выше. Новый цивилизационный портал». Но поскольку сегодня Андрей Савич у нас живьем в студии, предлагаю начать сразу с вас. Почему вот сегодня особенно важно искать новые пути развития культуры Якутии именно в Арктике? Что арктический вектор делает приоритетным? Ну, во-первых, то, что в сегодняшней передаче участвует, скажем так, такой срез нашего общества, и историк, и технический работник, доктор технических наук, и продюсер, и журналист, и я человек искусства. Это говорит о том, что на самом деле наступило то время, когда нам надо как бы вдуматься в те процессы, которые происходят в искусстве, культуре, духовной сфере. И в свое время, если как оглянуться в историю, то когда был построен храм, Троицкий кафедральный собор построен, это было своеобразным таким как бы открытием такого цивилизационного портала. То есть это православие, русская культура. И оттуда пошли, из этого храма появились все виды искусств. Даже цирк, театр, опера, балет и так далее, и так далее. То есть открылось новое. И на якутском языке Библия читалась так. А теперь наступают другие времена, когда нам надо из такого, скажем так, этнического, регионального такого самоощущения культуры, идентификации культуры, надо выходить за пределы, и на российский масштаб, и на мировой масштаб. И в этом плане, конечно же, вот ваш вопрос очень точный, потому что мы можем доминировать, и мы себя очень, скажем так, как бы на острие солнечного луча ощущаем, когда мы говорим об Арктике, о севере, потому что мы северная страна, это Якутия северная, арктическая республика. Не говоря уже о том, что арктические регионы России, они тоже вот очень близки к культуре Арктики. Да и не говоря о мировой Арктике. И Норвегия, и Финляндия, и Америка, и Дания, вот все арктические страны. Поэтому новый цивилизационный портал, который открывается через Арктический центр эпоса и искусств. И в этом плане надо моделировать будущее культуры. Обязательно уже на этом этапе, когда уже мы почувствовали, что открываются новые горизонты, нам надо моделировать культуру. Дальше как будем. Поэтому этот разговор, конечно, уважаемые коллеги, очень важен для меня, для деятелей культуры. Возможно, не все почувствуют вот как бы такую конкретику. А сейчас разговор идет о широко мыслить и лететь выше, как в свое время Арсений Сергеевич на одной из наших бесед сказал. Мыслить широко, летать
высоко. Мгм. Нет, ну это понятно, что наступает такой момент, когда нужно нашей культуре, нашему искусству, там, на примере кино, да, выходить уже за рамки региональные, за рамки российские. Но вот почему именно Арктика, а не, например, там, Евразия или тюркоязычные? Вот, Лилия Никитина, с точки зрения науки, почему вот развитие культуры Якутии логично рассматривать именно через призму Арктики? Спасибо за интересный вопрос, Ирин, потому что ваш вопрос абсолютно обоснован. Я думаю, Андрей Савич неспроста избрал такой вектор арктический, потому что в этом я вижу преемственность такого сегодняшнего заявления не только культурную, культуральную, но еще и, я думаю, интеллектуальную, глубокую традицию нашего региона. Потому что вы помните, что еще в прошлом веке, 100 лет тому назад, наша интеллигенция, в том числе и Алексей Алексеевич Кулаковский, кстати, сегодня его день рождения, определил впервые, наверное, для нашей интеллигенции этот северный арктический вектор. Мы же страна северная, вы знаете, что сегодня в мире 40% арктического населения – это мы, россияне, в том числе и якутяне. И это направление на север, на северо-восток всегда было, на мой взгляд, очень серьезным геополитическим заявлением, потому что все, кто знают историю России, они знают, что Россия стала державой благодаря именно продвижению на восток и на север. Именно благодаря расширению страны на Сибирь, на северо-восток, в сторону Северного Ледовитого океана, она стала той державой, которая заняла свое место в культуре. И здесь, мне кажется, мы встречаемся, наверное, опять в 21 веке вот с таким вот, наверное, продолжением той нити, вы обратили внимание, они все ездили на север. И Аксакулях Алексей Алексеевич Кулаковский, и Анимпадис Иванович Сафронов, и все их друзья, они ведь ездили не на юга, не на запад, а ездили на север, Булун, Анабар, потому что, будучи людьми мыслящими, они чувствовали, что тот природный и культурный потенциал, который таится на наших северных территориях, он станет нашим богатством и нашим ресурсом. Тут я, как частичный представитель верхоянского улуса, свои 5 копеек ставлю, потому что верхоянцы очень гордятся тем, что Аланхо сохранили и передали ИСЭХ именно вот по описаниям, сделанным в Верхоянском районе. Дело вот что, Ирина. Вот Лилия Никитина очень так по-научно четко все сформулировала, да, но если так подойти с духовной, то культурной стороны, то это не значит, что только культура народов севера. Вот когда говоришь Арктика, север, раньше в России, Министерство культуры России говорили так, севера говорят, как будто Россия на многие севера. Так, а на самом деле север-то Россия один, и этносы и народы, которые заселяют север, это не только Эвен, Кичукчи и Кагиры, а еще и многие народы России, уже давно уже. В данном случае якуты тоже, это северный народ, давно уже северный народ. Давно наша культура как бы выкристаллизовывалась, уходя от древних корней, которые вот вы назвали евразийство, да, от тюркское такое. Мы давно уже создали другую культуру, другую цивилизацию. Поэтому в этом плане это шире трактуется, чем просто культура народов севера. А с точки зрения продюсирования, Андрей, вот в чем коммерческий и культурный потенциал арктической тематики? Когда мы первый проект сделали, так звучит Якутия, вот были такие отзывы, ну это сейчас говорили про именно вот северное, арктическое, да, и были такие отзывы, что у нас Арктика вот именно в республике, она уникальна тем, что нигде, ни в другом каком-то регионе России, да, ну, я могу уже так сказать, нет такого культурного, сильного, большого слоя, чтобы объединить несколько учреждений, несколько культурных организаций, да, государственных, и сделать такое единое что-то большое. Это вообще, ну, прецедента такого в России не было. Может быть, даже на международном, да, как бы. Поэтому вот в этом качестве вот Арктика, она у нас конкретно, ну, конкретно у меня, как у продюсера, да, там, какого-то представления, шоу и так далее. С этим работать легко.
и с этим нужно, поэтому ну, вот в этом плане мне помогает очень сильно. Не, ну понятно, что как бы и президент нашей страны, да, Владимир Владимирович Путин, он объявил Арктику приоритетной территорией развития, как и Дальний Восток. То есть, может быть, с точки зрения внутри России нам тоже позиционироваться именно как север, да? Да, сейчас получается, что и для России предстоит определиться в цивилизационном выборе. Понятно, что вот мы в свое время, наши вот и Кулаковский, и все наши отцы-основатели нашей республики, и деятели культуры в начале 20 века, они, конечно же, сделали цивилизационный выбор, это русская культура, Россия, православие. Там. В этом плане, конечно, это дало огромный такой импульс для культуры народа Саха и культуры народов нашей республики. Но я вот представляю, что и для России сегодня предстоит в этом плане цивилизационный выбор, своеобразный. Потому что, ну понятно, и Европа, и Запад, и Восток, и Азия, вот в этом плане то, что мы обсуждаем эту тему на форуме, будем обсуждать, оно выходит за рамки только культуры нашей республики. Я считаю, что оно выходит на масштаб России, да, может быть, и мира. Прежде чем закончим первый блок, я хочу успеть спросить представителя науки, вот наука и технологии, как могут помочь в сохранении и популяризации культурного наследия нашей республики? У нас ведь... Да, спасибо. Дело в том, что Арктика – это своеобразный такой полигон испытательный, с одной стороны. С другой – это вектор развития, трудности. Как нам освоить Арктику при отсутствии соответствующих технологий пока, например, кадров, там, энергетики. И все эти задачи, они запланированы и будут решаться планомерно. Как, значит, атомные станции ставить, например, изолированные регионы, добычу налаживать. Ну, соответственно, решать задачу кадров, это начиная со школьной скамьи. И мы эту задачу начали осуществлять уже в рамках академии. Вот недавно к нас приходил лектор общества знания, директор наш, это Апросимов. Вот. И с ним мы решили через Академию наук со школьной скамьи вот, начинать читать лекции по разным специальностям. Тоже они будут приходить нам. А вообще, если вот несколько аспектов отметить по Арктике еще, то вот мне понравилось в статье Андрея Савича термин «метакультура». Это Данила Андреева еще в «Розе мира», я в свое время тоже интересовался. Метакультура – это культура Вселенной, даже не говорите о планете Земля. А это вселенская, может, та ноосфера, о которой говорил Вернадский. Фактически мы вот с помощью средств связи, правда, в последнее время они задерживаются, да, тормозятся, но вот мы объединили весь мир, технологии современные. И вот это можно использовать как, ну, может быть, какой-то локальный в рамках нашей планеты, вот такой метакультурный механизм или технологию. И с помощью него продвигать вот, идеалы не глобальной культуры, а именно нашей страны цивилизации, которая вписывается либо в глобальную вот эту культуру со своим богатством культурным, а не запретами какими-то. Спасибо, Валерий Валерьевич. Продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы говорим о культуре Республики Саха-Якутия, о культуре народов Республики Саха-Якутия. В сфере ищем ее место через арктический вектор. Ищем место якутской культуры в мировом масштабе, что ли, так скажем. И вот может ли культура стать такой мягкой силой региона на международной арене, как это сделали корейцы, например, да? Тоже небольшой относительно мировых мерок народ, который популяризировал свою культуру через музыку, через сериалы, через то, что мы называем креативными индустриями, то, что мы, в общем, сейчас стараемся развивать. Ну вот, наверное, к Андрею вопрос скорее. Да, вопрос интересный. И на самом деле я вообще вот, ну, человек без культурного образования, по сути. Да, я зритель был всю свою жизнь. Ну, благодаря моей маме я ходил там, в театры, цирк всегда ходил, да, вырос на этом, как бы, да. И я знаю, я видел это, ну, рос в этом, как культура развивалась там.
Но вот мои сверстники, например, ну я сейчас буду за молодежь больше говорить, да, как бы я для молодежи больше делаю, поэтому мои сверстники, они не знали, ну не ходили в театр, допустим, да, их не водили родители, там, популяризации у них не было как таковой. И вот когда я сейчас, ну, в своем возрасте нахожусь, и я смотрю, и у меня до сих пор сверстники как бы не знают, да, ну там кто-то ни разу не ходил в Саха-театр, кто-то не ходил в Улан-Удэ-театр. Это внутри нашей республики, я даже говорю. И поэтому я подумал, что нужно это популяризировать. Ну, сейчас как уже как продюсер, да. Я думаю, ну, настолько классные у нас театры, цирк, театр оперы, балета, там, да, культурных учреждений, и наши сверстники знают. И нужно сперва популяризировать это внутри нашей республики, чтобы молодежь знала и гордилась этим, потому что это так и происходит. И вот благодаря вот таким проектам, как «Так звучит Якутия», действительно очень много отзывов, и людей сказали, что как классно, кажется, у нас, ну, может быть, да. И потом уже, у нас планы тоже большие, мы уже хотим выходить и за пределы региона, как вот говорили, да, и за пределы вообще республики. Так и происходит. И в той же Корее это также происходило. Они делали свои там, ну, там, кей-поп-концерты, да, там, кей-поп-айдолов каких-то своих делали потихоньку, и дальше уже начали на мировой уровень выходить. И у нас, в принципе, в нашей Арктике такой же путь, ну, во-первых, возможен, во-вторых, нужно его делать, как минимум, да, там, стараться. И как бы, как я сказал в самом начале, то, что я, ну, не работник культуры, я зритель, да, больше. И поэтому популяризировать для меня, вот, наоборот, как-то конек какой-то был. Потому что я вижу глазами зрителей, да, глазами тех, кто посещает такие мероприятия. Вот. И поэтому, да, нужно, ну, как бы, вот, благодаря таким проектам я хочу вот, популяризировать. У меня самая главная идея была популяризация всего этого. Вот. Мне еще вот мнение журналиста интересно, коллеги, Да, вот на эту тему. в отличие от того, что чему нас учили в школе, что экономика – это базис, а культура как бы надстройка, как бы что-то второстепенное. Ну и ряд ученых, и вот я в этом твердо уверен, что культура лежит в основе социально-экономического развития, ну, начиная вот с древних времен, точнее с доисторических. Человек, вот творчески мыслящий же, создал орудие труда. Землепашцы первые же, вот недаром вот эти растения называются культурами, да? То есть они начали выращивать, тем самым продвинули человечество вперед. Ну и вот, что касается развития культуры, мы как раз вот подошли к такому этапу в Якутии, когда у нас кинематограф, ну сразу несколько направлений в искусстве, в культуре достигли такого пика, как бы приятно остановиться, как пишет Андрей Савич в своей программной статье, приятно остановиться на одном уровне, на хорошем, на таком высоком. Но чем это опасен застой, опасен вот движение по инерции, без толчка такого вперед. А толчком, базисом для развития может стать Арктический центр эпоса и искусств. То есть это уникальное здание, да? Оно как бы этапный момент как бы создает такую революционную ситуацию, да, как говорил Ленин, что культура, вот именно опираясь вот на эту основу, двинется еще дальше. И за пределы республики, осваивая Арктику, вот как я пошутил, да, Андрей Савич на одном из собраний сказал, что мы будем создавать новый культурный континент Арктида. Ну, как бы в умах людей, да? А я сказал, что Трамп уже этим давно занимается. Он же и сказал, что Дания наша, и Канада, 51-й штат Америки. Ну, вот таким образом. И вот эта вот стройка, да, вот в истории Якутии такие стройки есть. Это вот медцентр в 90-е годы, который перевернул наши отношения к медицине, к уровню жизни. В 1944 году, кстати, был построен кинотеатр «Центральный». Это сплошь деревянном Якутске, где маленькие домишки такие кривые стояли, деревянные. Это была мегастройка, по сути. И в 1944 году, во время войны, этот объект был сдан, что говорит вот о том, что тогда власть представляла, что без культуры человек должен на что-то опираться. Вот как раз-то, когда вот этот объект был в замысле, он назывался, кстати, не Арктический центр эпоса и искусства, а Евразийский центр эпоса. Евразийский. Вот. Вот очень важно. Почему вот, стал арктическим? Вот, а почему? Потому что в свое время с беседой с главой республики, когда мы как раз вот говорили о том, что вот тюркские корни
и наши эпосы очень похожи на эпосы народов Евразии и так далее. Но здесь же надо понимать, где мы доминируем, где мы наиболее можем, как бы сказать, наиболее можем развивать нашу культуру. Это, конечно же, север. Поскольку север, это, вот правильно сказали о том, что север это пока в духовном, культурном плане разобщен очень. Разобщен очень. Да. Когда как во глубине, вот говорят, циркумполярной цивилизации, в свое время Михаил Ильич Николаев, первый наш президент, тоже говорил об этом, да? Когда во глубине культуры лежит как раз-то похожесть. Мы можем в плане через эпосы наших народов, там, малочисленных народов, народа Саха, других народов, мы можем объединять вот как раз-то арктический, вот как я называю Арктиду, так, да, как раз-то, ну, придет время, когда и как бы и войны там утихомирятся, хотя они на время только утихомириваются, но и придет время, когда и страны мира, и Канада, и Дания, и Норвегия, и Америка опять же задумаются о том, чтобы как-то так увидеть схожесть культуры народов. Мы сейчас не похожесть, об этом говорим, а придет время, когда чем мы похожи. Вот это создает вот такой континент, культурный континент вокруг Арктики. Человек арктический становится сегодня одним из главных персонажей, так по-театральному говоря, человек арктический. И человек арктический, освоение даже в социальном плане, в экономическом плане, освоение Арктики становится главнейшим сейчас на планете. И, кстати, вот в свое время, когда вот Алексей Сергеевич перед студентами сказал потрясающую фразу, когда он сказал так: мы хранители холода, и студенты стоя аплодировали это. Они почувствовали, что у них какая-то своеобразная миссия. Так. Ну, под хранителем холода имеется в виду, конечно, они не хранят холод где-то так, да, но мы в Арктике, мы на самой холодной республике планеты, и оттуда пойдет своеобразная экспансия, своеобразное такое освоение вот через эпос эти страны, приближение этих стран, культуры этих стран через наш эпос. Ну, у эпоса нашего корни же все-таки тюркские, степные, южные. Ну, вот я не знаю, ну, поправьте меня, Лилия Иннокентьевна, какие вот уникальные черты якутской культуры сформировались под влиянием именно арктических условий? Как они вот отражаются в эпосе, в обрядах, в искусстве? Этот вопрос у вас, да, очень так интересно отозвался вот на фразу Андрея Савича, потому что в нашем институте гуманитарных исследований буквально недавно мы завершили большой проект, он назывался «Антропология холода». Он был поддержан Российским научным фондом, и этот проект был для нас большой радостью, потому что мы столько сами узнали, потому что мы всегда думали, когда же человек живет в культуре, он редко замечает глубину, богатство этой культуры. Мы обратили внимание и выявили даже материальные, не только культурные, но еще и осязаемые аспекты того, насколько холод повлиял на культуру народа Саха. Это очень интересно. Именно поэтому, наверное, проживание в таких условиях экстремальных, естественных низких температур сформировало многие черты нашей материальной и духовной культуры. Просто там есть о чем много говорить, даже о том, насколько на наш фольклор, на нашу литературу, на наше восприятие мира повлияло то, что мы живем в самой холодной точки планеты, насколько мы воспринимаем этот холод. И здесь я вот хочу сразу обратить ваше внимание на то, что холод, оказывается, нашими народами не воспринимается как враг. Он еще воспринимается не только как лимитирующий, ограничивающий фактор, но еще и как преимущество. Вот это вот для нас было очень большим, наверное, культурным открытием, потому что люди осознают, насколько можно адаптировать и использовать эти преимущества холода. Вот это было очень интересно. Наша культура хорошо очень восприняла, интегрировала в себя и превратила окружающий нас холод в достоинство, в красоту и в технические и даже определенные технологии. Вот про технологии подробнее расскажите, раз уж вы здесь. Ну, я в этом проекте не участвовал, я просто могу рассказать, что сам по себе холод, он не является
Ну, то есть мы не можем его где-то там использовать в качестве источника энергии, например, или, как говорят, ресурс Арктики. Это скорее вот отсутствие тепла. Но тем не менее, с помощью холода можно сохранять продукты, да? Можно использовать разницу температур для получения дополнительной энергии. Это вечная мерзлота, вот то самое, на которой все мы живем, это только за счет холода держится. Если бы не было вечной мерзлоты, мы бы погрузились в болото фактически. Ну, весь город, я уже не говорю, практически регионы. То есть, действительно, человек севера научился использовать в качестве друга своего, или как помощника холод. И это изменило его, то есть он не совершал героические подвиги, преодолевая вот это сопротивление, да, холодному климату. Он встроился в него, очень удобно, он изменился в соответствии с ним. Появились там, ну, и вот все истории, все Олонхо, оно же трансформировалось, наверное, с южных вот этих вот традиций в наши условия. И это привнесло вот свой вклад в культуру. То есть, Ну, о происхождении народа Саха до сих пор спорят, да, и сейчас, я так понимаю, основная теория такая, что южное какое-то ядро, но сформировался окончательно как этнос, народ Саха все-таки вот здесь, в этих условиях, да? Да, вот как раз вот Лилия Кентьевна вот сказала о том, что мы адаптируем климат, да. Есть такое, ну, понятие геокультура. Кроме как геоэкономики, геополитики, да. геокультура. Культура, которая основывается на климате и на географии. Так, географии. И в этом плане вот вы все время нас возвращаетесь к тому, что, мол, тюркское происхождение и так далее. Да? А если посмотреть наши эпосы, то эпос-то выкристаллизовался и произошел здесь, состоялся здесь. Корни оттуда, с юга, с тюркского такого, евразийского такого, да. А эпосом он сегодняшним, он стал здесь. Поэтому он вобрал в себя очень много культур, очень много явлений северной культуры, вот этого климата нашего. И поэтому как раз на этой основе можем спокойно разговаривать с эпосами других народов. И Индия, не Индия, даже Индия, я проговорился, но индейцы, индейский эпос, эскимосский эпос, норвежские саги, они очень близки нам. Кстати, эпосы, они не, на самом деле, если глубинно посмотреть, то эпосы, они и африканский эпос, и северный эпос обязательно внутри находят свою схожесть. В этом плане, говорят же тогда, вот, например, в Африке есть специальное такое песнопение, спиричуас называется, когда один поет, другие повторяют так, а в нашем Осохе один поет, другие повторяют так. И так по всему миру. Поэтому наш эпос может создать очень такой интересный, еще раз говорю, вот то, что хорошо напомнил, такой своеобразный континент такой, культурный континент, куда стекаются культуры народов, разных народов. И якутская культура народа Саха, наша республика, она может стать таким своеобразным таким как бы собирателем собирателем этих культур. Почему это надо? Потому что наша культура должна выходить за пределы, еще раз говорю, за пределы только этнического, только регионального и только российского. И тогда только мы сможем нашу культуру дальше развивать и двигать. Продолжим разговор после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем разговор о культуре Якутии, о арктическом векторе в культуре Якутии. И все-таки хочется поговорить о том, как привлечь молодежь, да, к этому. Потому что понятно, что есть культура, вот мы ее передаем, мы ее сохраняем, но нужно же ее как-то популяризировать, да, каким-то образом привлекать молодежь. И вот я опять вернусь к примеру Северно-Южной Кореи, конечно, вот, потому что они культуру от креативных, собственно, индустрий, чем она является, не отделяют, да, и все вот эти их примеры, они еще и коммерчески успешны. Вот что нам мешает вот это сделать, что нам нужно сделать для того, чтобы
Якутия стала в масштабах России, как вот Южная Корея, ну, чтобы мы стали такие вот модные и так далее, что все россияне думали, что давайте будем такие же модные, такие же креативные, такие же классные, как якуты. Давайте я попробую ответить. Вопрос хороший тоже. Я отчасти своей деятельности еще занимаюсь, вот как раз-таки начал заниматься продвижением наших артистов, да, как бы. В чем сложность состоит? Нынешняя молодежь, как бы, и не только молодежь, уже среднего возраста, и даже пожилые, да, у нас век как бы цифровизации происходит, да, все сидят в телефонах, все там смотрят быстрая информация там, и так далее. Искусственный интеллект, насколько сейчас сильно начал развиваться, да, и популяризировать наше местное очень сложно стало, потому что, как бы глобализация, и все смотрят одно и то же. Что-то популярное стало там где-то в Москве, там, за границей, да, и все смотрят это. А вот то, что как бы у нас происходит, мало кто смотрит. Это первый фактор. Второй, то, что у нас нету как бы... Мы еще не научились, как регион, продвигать своих артистов за пределы. У нас уникальный регион в том, что внутри республики мы очень все друг друга знаем. У нас есть классные артисты, да, классные кино. У нас есть свой шоу-бизнес, у нас есть свой киноиндустрия вот это маленькая своя. И уникальность состоит даже в том, что даже... В других регионах ты смотришь на рекламу, например, на баннеры, там везде российские актеры, международные актеры, а у нас как бы свои везде, да, все рекламируют там, и это тоже часть культуры как бы. Вот, и популяризация именно наших за пределы, она только начинает наклевываться. Сейчас у нас в регионе 500 артистов, исполнителей, там, песен, там, актеров, там, и так далее, более 500 коллективов, а таких людей, которые там, условно в шоу-бизнесе они называются менеджерами, там, продюсерами, таких нету вообще, и не обучались, как бы, да, никогда, мы самобытный народ, как бы, сами все делали. Вот, и сейчас вот уже потихоньку начинается, кстати, в правительстве об этом говорили, нас тоже звали там проконсультироваться, рассказать про это, вот, и потихоньку к этому идет, чтобы за пределы республики популяризировалось. Вот. А среди молодежи, как это популяризировать, это вот, опять же, возвращаясь к этому проекту, так звучит Якутия, я сделал такой небольшой хук. Для зрителя что вызывает эмоции? Ему знакомое что-то, да. Они там посмотрели фильм какой-нибудь, там, известный на весь мир, услышали музыку, и когда они слышат эту музыку вот здесь, воочию, типа, оркестр исполняет, там, солисты поют, у него опять это эмоции вызывает. А тут у нас произошел такой синтез. Я вот взял популярные саундтреки, там, классику, наши местные звучания, да, авторские песни, и все вот это смешал в одном. Плюс там во время этого звучания происходит какое-то действие, напоминающееся. Поэтому людям очень понравилось. Поэтому и затронул душу. И теперь они вот уже смотрят еще шире. Смотрят шире, как бы, да, и выше, то, что говорили. Поэтому они для них эта популяризация уже началась, как бы. Вот, потихоньку, маленькими крупицами. Конкретно то, что вы сказали, именно как на примере Кореи, это уже происходит. Это буквально... Еще пару лет, я думаю, мы вырвемся вперед. Очень много артистов. Есть опасность, есть. То, что он говорит, это правильно все, да? Но опасно в чем? Когда идет глобальные культурные процессы, то унификация происходит, культура унифицируется. То есть все становится похожим, одинаковым все, похожим. Так. И вот правильно вот молодой человек говорит о том, что нам необходимо, как бы, когда есть экономические сейчас опять какие-то... происходят какие-то расслоения такое, глобальная экономика начинает тоже чуть-чуть так терять свои, как бы, такие влияния такое, да, но оно скоро опять соберется так. А глобализм культуры, он идет до сих пор. И дальше будет идти, да, через новые технологии, через искусственный интеллект и так далее, и так далее. Но нам необходимо противоставить этому свою культуру, не я называю, в свое время это такой термин был, который чуть подзабыли, глобалитет. Глобализм и глобалитет. Что такое глобалитет? Это когда культура, наша культура, культура народа Саха и народов нашей республики, она включается в контекст мировой культуры со своими символами, знаками, со своими ценностями. И сделать так, чтобы эти ценности, они стали глобальными. Вот что такое глобалитет-то. А для этого нужно, вот как можно? Вот есть театр Аланхо. Театр Аланхо самый молодежный театр. Аланхо же это эпос, это архаика, древность. Молодежь ходит в театр Аланхо. Почему? Потому что там на стыке новых технологий, архаические такие наши эпос, Тоюк и так далее, на стыке новых технологий происходят интересные события. И молодежь это чувствует, что это наши в то же время глобальные, через новые технологии.
Да, вот недавно же было представление в Казани, вот прошло же на ура, и якутские Аланхо «Вечное эхо Евразии», это вот новый взгляд был на Аланхо. Это вот один путь к молодежи, да? А второй путь – это через то, что каждый якутянин должен гордиться своей культурой, своей малой родиной. Вот взять Эсэх – это же гордость всех нас. А удивительно, что татары, да, казалось бы, мощный такой народ, они вот, Андрей Савич не даст соврать, они же вот наш опыт перенимали, да? Да, Сабантуй. Вот, чтобы Сабантуй также отгрохать, да, мощно. Ну, потому что Эсэх уже у народа сидит именно... Говорят же, где собирается за границей или за пределами Якутии больше 5 саха, они устраивают Эсэх, да? Да, вот путь к молодежи – это через новые формы и через уже такие устоявшиеся традиции. Но тут и новые технологии должны быть. То есть должна быть анимация. Мне кажется, вот аниме прекрасный должен быть мультфильм какой-то по мотивам Вот Аланхо. Валерий Валерьевич говорил о метакультуре, да. Метакультура – это как раз-то вот метакультура в нашем понимании. Даже не в том понимании, как в свое время Данила Андреев говорил, да. И даже не в том понимании, как Сбербанк же тоже метакультуру создает. А когда значит, культура народов мира, новые технологии. Мы новые технологии используем для того, чтобы создать собственную метакультуру, а не оглядываться на ту метакультуру, которую создает Запад, там, и даже Европа, Азия и так далее. У нас должна быть своя метакультура, свои мультфильмы, свои через новые технологии разные там игры и так далее, и так далее. Поэтому вот наступил тот момент, когда мы не сможем никак абстрагироваться от новых технологий, искусства, интеллекта и так далее. Нам надо этот инструмент взять и через этот инструмент свою культуру выводить на мировой и на глобальный уровень. Ну вот наука как-то может в этом поучаствовать, чтобы синтез науки и культуры... Я могу дополнить тоже. Вот, в да, части метакультуры и противостояния, может быть, вот, с той глобализацией, которая происходит сейчас. И происходило уже, наверное, у нас это с 90-х годов был вот, натиск западной глобальной культуры, фактически без культуры. Мы сейчас оказались в ситуации, примерно как 100 лет назад, это были малокультурные люди, малограмотные и без определенной идеологии. И вот как раз и у Кулаковского была задача, и в дальнейшем ее Аюнский подхватил, это создание образованного, высококультурного населения, которое будет создавать свои шедевры. И фактически вот мы сейчас оказались в той же ситуации, когда мы потеряли свою культуру, там, начиная с российского, советского периода, и сейчас начинаем ее приобретать заново. И, естественно, вот технические средства здесь очень важны для привлечения молодежи. Это тот искусственный интеллект, который сейчас нам пытаются продавать, использовать, он как раз на западные ценности ориентирован. К сожалению, это вот разработчик закладывает. Поэтому, если будут наши разработчики, якутские, тот же берется на локальное, ставится платформу искусственный интеллект, обучается на наших ценностях, на нашем Аланхо, это будет уже совсем другая картина. То есть именно вот эти ценности мы можем продвигать уже на глобальном уровне, как метакультуру. И вы сказали еще об идеологии. Возможно ли культура без идеологии? Или какая нам нужна идеология? Возможно, об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. На этот раз у нас время подошло к концу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем обо всем в деталях. 20 марта Центр спортивной подготовки «Триумф» станет ареной грандиозного события. По многочисленным просьбам и в честь Года культуры мы представляем уникальное музыкально-театральное представление «Так звучит Якутия». Участие примут Государственная филармония, Театр Аланхо, Саха-театр, Театр оперы и балета, Бриллиантовый цирк и артисты эстрады. Билеты приобретайте на сайте afisha.yakt.ru.